удивительнейшая из птиц. Судьба как будто посылала отцу и сыну одни и те же испытания: арест, тюрьма, война и безответная любовь. Несмотря на длинные донжуанские списки Николая и Льва Гумилевых, была в жизни каждого женщина по-своему единственная. Встреча с ней стала скорее несчастьем, чем счастьем всей жизни, хотя кто может это измерить и оценить? Разные люди в разное время нашли этим женщинам одно и то же имя — Птица. Из письма поэта и переводчицы Меркурьевой. Я ее, Ахматову, примечание автора, видела 1 минуту. Она открыла мне дверь и ослепла. Женщина-птица, руки легкие, в полете. Птицей называл Ахматову Пунин. Я однажды приехала в разлив и заплыла далеко-далеко. Николай Николаевич испугался, звал меня, а потом сказал мне: «Вы плаваете, как птица». «Милая птица», — писал он из Москвы в феврале 1927 года. Птица моя сизокрылая, о, удивительнейшая из птиц, о, сумасброднейшая из птиц, о, строптивейшая из птиц, о, сияющая добродетелями птица. Так начинаются письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец. Птицей назвала Наталью Варбанец ее воспитанница и младшая подруга Марьяна Гордон в замужестве Козырева. Мать Марьяна умерла в 1942 году в эвакуации от голода. Отец, филолог, историк литературы и переводчик Лев Гордон, своего жилья в Ленинграде не имел, снимал комнаты, часто углы, и тогда Наталья приютила дочь своего сослуживца. Думали ненадолго, оказалось на 10 лет. Своих детей у Натальи Варбанец не было, и Марьяна Львовна Козырева станет ее наследницей и биографом. В неоконченной автобиографической книге она рассказала о своей встрече с Варбанец в 1946 году. Главное здание публичной библиотеки пострадало от бомбежек и артобстрелов. Во многих местах была пробита крыша, повреждены междуэтажные перекрытия, стены, пол, выбиты стекла. Не работали водопровод и центральное отопление. Восстановление здания еще продолжалось. В библиотеке было очень холодно. Серые ватники, теплые платки, юбки, перешитые из пальто, делали женщин, проходивших мимо Марьяны, похожими друг на друга. Только не Наталью Варбанец. И ватник с пришитым к воротнику довольно-таки облезлым енотом, перетянутый на ее осиной талии солдатским ремнем, и лежащий подобно мантилье шарф, и длинная ниже колен юбка, и прюнелевые лодочки вместо валенок — все это выглядело верхом элегантности. Тяготы после блокадного быта как будто не касались ее, не старили, не лишали красоты. Из черновика автобиографического романа Козыревой, тогда еще Марьяна Гордон. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами. Эти строки всплывали во мне в то время, как я с подносом в руках постепенно подвигалась к раздаточной стойке в столовой, в то время как она, птица, задумчиво шла ко мне меж столиков, мысленно подсчитывая, как выяснилось, хватит ли нам с ней мясных талонов на 2 порции котлет. Отрешенность от серой повседневности, спокойное сознание своей красоты, независимость, одним словом, птица. Необычное имя прижилось, вошло в мемуары. Наталья Васильевна Варбанец родилась 24 октября 1916 года в Одессе. В 1923 году ее семья переехала в Петроград. В довоенных анкетах о социальном происхождении Варбанец писала «из мещан». Позднее — из семьи служащих. Заполнение анкет в советское время
по крайней мере до середины 50-х, было делом непростым и небезопасным. Неприятности сулили даже романтические увлечения юности. 16-летняя Эмма Герштейн полюбила красивого мальчика, а звали его Лёва Седов, и был он старшим сыном Льва Троцкого. Страшно представить судьбу Эммы Григорьевны, если бы молодой человек ответил ей взаимностью. Гумилев, очевидно, знал настоящую, для анкет не предназначенную историю семьи Варбанец. Он всегда интересовался родословными своих избранниц. В одном из писем Гумилев упоминает о гальской породе Натальи. Мать Натальи, Ольга Павловна Руссет, принадлежала к тому же дворянскому роду, что и знаменитая фрейлина Александра Осиповна Рассет, в замужестве Смирнова, собеседница Вяземского, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Род Смирновых Рассет соединил французскую, грузинскую, немецкую и русскую кровь. К ним добавилась еще и южнославянская. Отец Натальи, Василий Ефимович, был сербом. О нем известно очень мало. Инженер. В 1935 году выслан из Ленинграда в Воронеж. В 40-е арестован. Погиб в лагере. Родители Натальи расстались еще до высылки Василия Ефимовича. Ольга Павловна воспитывала дочь одна. Помогли уроки рукоделия в Полтавском институте благородных девиц. Она научилась искусно мастерить дамские шляпки. Уроки, полученные в институте благородных девиц, Ольга Павловна передала дочери. Наталья с детства играла на фортепиано, рисовала, умела шить и со вкусом одеваться при очень скромных средствах. Училась Наталья в Анненшуле, одной из самых старых, основана в 1736 году, школ Петербурга, но ушла после окончания 7 класса. Примечание. В начале XVIII века, недалеко от современного Литейного проспекта, располагалась немецкая слобода. Ее жители, лютеране, построили деревянную церковь святого Петра, по другому названию Кирху на Литейном дворе, а при ней устроили школу для детей немецких переселенцев. Каменное здание возвели в 1785 году и назвали церковью Святой Анны, а школу при ней — училищем Святой Анны, Анненшуле. В 1852 году указом императора Николая I школе был присвоен статус гимназии. В разные годы Анненшуле окончили этнограф и путешественник Миклуха Маклай, востоковед Струве, врач и педагог Лесговт, юрист Кони. В Анненшуле училась Анна Сниткина, будущая жена Федора Михайловича Достоевского. В 1920-е годы Анненшуле еще сохраняла дореволюционные традиции, хотя и называлась 11-й трудовой школой. Конец примечания. Наталья рано повзрослела и сама принимала решения. Ее интересы уже определились, и не хотелось терять время на ненужные предметы. В 1931 году Наталья поступила на немецкое отделение высших государственных курсов иностранных языков. Знаний, полученных в Анненшуле, оказалось достаточно, чтобы ее приняли сразу на последний курс. В 1933 она сдала экзамены за 8 класс средней школы и продолжала заниматься на курсах, уже на английском отделении. В мае 1934 года Наталья начала работать помощником библиотекаря в летней библиотеке Центрального парка культуры и отдыха на Елагином острове. В это время она познакомилась с историком-медиевистом, книговедом Владимиром Сергеевичем Люблинским, годы жизни 1903-1968. Эта встреча определила всю ее дальнейшую судьбу. Люблинский станет для нее любовью всей жизни и учителем с большой буквы. Он поможет ей устроиться в библиотеку Лифли и по совместительству в библиотеку консерватории. В консерватории и в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Люблинский читал тогда лекции по всеобщей истории, а в Лифли, ЛГУ, МГУ, МИФЛИ
вел занятия по истории книги с аспирантами. Он также занимался переводами с английского, французского, немецкого, итальянского и латыни, увлекался историей Венеции. Но делом жизни Люблинского была история книги. С 1935 он возглавлял отдел «Инкунабул», с 1946 отдел редкой книги Государственной публичной библиотеки. Туда он привел и Наталью. 2 апреля 1938 она была зачислена в отдел по договору, а 22 октября того же года переведена в штат. «Страна», — писала Лидия Чуковская, трудилась и спала под усыпительно-обличительные речи газет и радиотарелок. Они призывали граждан проявить максимум бдительности, дать отпор враждебным вылазкам матерых врагов советской власти. Здесь же, в отделе редкой книги, почти волшебно звучали необычные слова: инкунабулы, альдины, эльзевиры, хотя были всего лишь терминами, принятыми у историков книги. Когда Наталья впервые переступила порог отдела инкунабул, кабинет Фауста, она словно попала в другой мир. Примечание автора. В 1857 году в Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга создали отдел первопечатных книг. Его разместили в специально построенной по проекту архитекторов Горностаева и Собольщикова готической зале. Она была стилизована под кабинет ученого позднего Средневековья, а потому за ней скоро закрепилось название «Кабинет Фауста». Пестро расписанные крестообразные своды плафона опираются на массивный серединный столб, составленный из 4 соединенных в одно колонн. 2 стрельчатые оконницы с своими розетками и трилистниками из цветного стекла, громадные шкафы, которых далеко выдающиеся карнизы поддерживаются витыми колонками, возвышаются до самого свода. Тяжелый стол и кресло, пюпитр для письма, какой можно видеть еще на старинных ксилографах, скамья для чтения книг, обложенных цепями. Все, до неуклюжих растопыренных петель и запоров на боковых дверцах и до чернильницы, напоминает монастырскую библиотеку 15-го типографского столетия. Ссылка. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. Конец примечания. Под руководством Люблинского Наталья начала изучать инкунабулы, особенности шрифтов, бумаги, филиграней, типографской краски, набора, верстки. Эти занятия настолько увлекли ее, что даже свой почерк она стилизовала под старинные рукописи. Изучение средневековой книжной миниатюры повлияло на ее акварели. На одном из рисунков Наталья изобразила Люблинского в кабинете Фауста. Он в черном, похожем на монашеское одеянии, черный цвет — символ отрешенности от пестрой мирской суеты. Свет из стрельчатого окна льется на рукопись в руках Люблинского. Ученого окружают почтительно склонившие головы ученики. Мир позднего Средневековья и Возрождения был для Натальи Варбанец бесконечно интересен. Она находила в нем краски и смыслы, которых не хватало в серой повседневности. Наталья Варбанец воспринимала Средневековье через магический кристалл искусства. На самом же деле, жизнь человека в эпоху позднего Средневековья была страшна, опасна и, как правило, коротка. Черная смерть опустошала густонаселенные европейские города. Неурожаи приносили нищету и голод. Кондотьеры и ландскнехты разоряли дома бюргеров и крестьян. На городских площадях сжигали еретиков и ведьм. Между тем на Ленинград и на всю страну надвигалась тень нового Средневековья, а костры инквизиции пылали совсем рядом. Из книги Лидии Чуковской прочерк. Небо в звездах, но город во тьме. Не светятся окна в жилых домах на Литейном. Одни только огромные прямоугольники света, окна большого дома неподвижно лежат на пустой мостовой. Мне страшно.
Не знаю, когда страшнее, когда я иду в полной тьме или когда вступаю в прямоугольники света. Внезапно позади меня быстрые, легкие догоняющие шаги. «Вот мы их все браним», — говорит моя спутница, тоже жена арестованного, примечание автора, кивая со вздохом налево. «А ведь и их пожалеть надо. Работают всю ночь напролет». Работают? Кого они там сейчас истязают? Ее мужа? Моего? Наталья не была столь наивной, как спутница Лидии Чуковской. Она пережила высылку отца из Ленинграда, знала об арестах знакомых и друзей. Но молодость и характер не позволяли предаваться унынию и страху, а главное, рядом был Люблинский. Учиться у него, помогать ему стало для Натальи смыслом жизни. Люблинский как-то пошутил, что и в раю хотел бы каталогизировать инкунабулы. Наталья могла бы повторить за учителем эти слова. Весной 1940 года она, наконец, окончила среднюю вечернюю школу и, посоветовавшись с Люблинским, поступила на романское отделение филологического факультета ЛГУ. Ей пришлось тогда уволиться из штата библиотеки, но она продолжала работать по договору. Они с Люблинским составляли каталог «Античные авторы в изданиях XV века». Первый вариант был подготовлен к печати в 1941 году, но началась война. Власти уже давно оценили организаторские способности Люблинского. Он был назначен помощником начальника штаба и инспектором боевой подготовки жилой системы МПВО Куйбышевского района Ленинграда, а с 1943 года еще и начальником штаба МПВО публичной библиотеки. Наталья ушла из университета, окончила краткие курсы медсестер и всю войну служила в госпитале младшей медсестрой. В публичную библиотеку оба вернутся в конце войны, Люблинский в мае 1944, а Наталья в январе 1945. Лев Гумилев и Наталья Варбанец познакомились весной 1947 года, в конце мая или начале июня. Цвела сирень, уже начинались белые ночи, самое романтическое время в Ленинграде. Гумилева привела в дом птицы на Рыночную с 1950-го Гангутскую улицу, 6, квартира 3, общая знакомая, сотрудница публичной библиотеки Вера Гнучева. Птицына милая комната, полки с книгами, столик по имени Бэмби, вечно у него ножки разъезжаются, синий кувшин богемского стекла, вспоминает дом Натальи Варбанец, Козырева. Она же оставила словесный портрет Гумилева, каким увидела его весной 1947-го. Он был тощий, похож на Макаронину, несколько бескостный. Когда он садился к столу, у него как-то все перекручивалось, руки, ноги, он сутулился. Добавим, что и одет он был бедновато, но в искусстве обольщения женщин это не главное. По словам Марьяны Львовны Козыревой, новый знакомый занимал их рассказами весь вечер. О древнегреческих философах, римских папах, французских королях, даже об апостолах Петре и Павле Гумилев рассказывал с такими живыми подробностями, точно был с ними знаком лично, да и расстался совсем недавно. Ой, как они собачились между собой, я даже рассказать не могу. И доносы писали один на другого, и под суд-то апостола Павла отдавали, но ему удалось вырваться. Он был очень хитрый и ловкий. Гумилев смешил, озадачивал, удивлял. И вот, жил в этом городе обедневший аристократ Луций Корнелий Сулла. Когда мы говорим «обедневший аристократ», нам кажется, что он ходил и думал, где бы что-нибудь покушать. А ведь в то время обедневший аристократ значило совсем другое. Это значило, что у него на складе не лежало 20 мешков золота, но дом у него был. Вилла у него была, как бы мы сказали. Дача. Не такая дача, как у наших профессоров,
а каменная, с атриумом, с бассейном, с большим парком. Рабыни у него были, рабы у него были, стада быков или свиней, которые паслись в его дубовых рощах. Это же мы сейчас, прогрессивные люди, считаем, что если съел бифштекс, так это хорошо. А они-то считали, а как же иначе? Они ж были еще отсталые. И приятели у него были, и приятельницы в большом количестве. Но жизнь ему была не сладость, потому что Рим вел войну с нумидийским царем Югуртой где-то далеко в Африке. И победу над Югуртой одерживал народный трибун Гай Марий. И Суллу заело, почему Марий, а не я? Он попросился к Марию офицером. Ну, это можно было устроить, ему устроили. Блат у него в Сенате был большой, послали его. Марий говорит: пожалуйста, останьтесь при штабе, Луций Корнелий. А он: нет, мне бы на передовую. Это фрагменты его поздних лекций. Но подобную манеру вести рассказ он выработал еще в молодости. Прибавьте к тексту мимику, жесты, а главное интонации. Тексты и устные рассказы Гумилева соотносятся как пьеса и театр, театр одного актера. Не только 18-летняя Марьяна поддалась его обаянию, но и 30-летняя, избалованная вниманием образованных мужчин Наталья. Когда Гумилев ушел, они еще долго обменивались впечатлениями. Мы обе сформулировали это одним словом — наваждение. Мы не могли уснуть. После революции и до середины 30-х годов браки заключались легко, ни на небесах, ни в церкви, и часто даже не в ЗАГСе. Актриса и педагог Гальперина Осмеркина, подруга Эммы Герштейн, вспоминала, что выходить замуж было совершенно не принято. Делали предложение так: давайте с вами жить вместе. Постепенно общество вернулось к традиционному, хотя и не церковному, но зарегистрированному браку. Гумилев до встречи с Натальей Варбанец не менял усвоенного с юности стиля общения с женщинами. Да и что он мог предложить своим подругам? Ни жилья, ни постоянного заработка, а главное, не хотелось отнимать драгоценное время от науки. Но с птицей все оказалось иначе. Забыты были прагматичные и даже циничные теории о месте женщины в жизни мужчины. Уже на следующий день Гумилев отправился делать предложение самым традиционным, старорежимным образом. Очень хотелось красивого ритуала, и он принес птице цветы и старинный веер Ахматовой. Вряд ли Гумилев был готов к неудаче. В то послевоенное время мужчин, да еще молодых и здоровых, катастрофически не хватало, и женщины своего счастья не упускали. Но Гумилева ждали обида и разочарование. Птица выходить за него замуж отказалась. На второй день знакомства — понятно, но она не изменила своего решения ни через месяц, ни через год. В дневнике Натальи Варбанец есть совершенно ясное объяснение. «Со львом я не составляла вместе мы. В сущности, он для меня брат, а хочет быть мужем. Я его не любила любовью простой, женской, супружеской». Кроме того, у Натальи Варбанец всегда было стойкое предубеждение против брака. Она считала, что в супружеских отношениях органически заключена потребность уничтожить любимое существо ради собственного удовлетворения, превратить его в свою послушную и благодарную игрушку. Короткий опыт семейной жизни у нее был. В анкетах времен войны она писала: «Замужем, муж Градецкий Владимир Васильевич. Он лечился в госпитале, где служила Варбанец, потом вернулся на фронт. Правда, Градецкий оказался двоеженцем, но вернуться хотел к Наталье. Она сама запретила ему приезжать, а в анкетах опять писала: не замужем». Из дневника Варбанец ясно, что она не делает исключения даже для главного мужчины своей жизни. Владимир Сергеевич Люблинский женился задолго до встречи с Натальей, еще в 1925 году. Его жена Александра Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор, специалист по западноевропейскому средневековью и раннему новому времени, была очень красивой женщиной. В начале войны Александра Дмитриевна
уехала в эвакуацию, а Люблинский и Варбанец всю блокаду оставались в Ленинграде. Пережитые вместе испытания еще больше сблизили их. Люблинский решил развестись с Александрой Дмитриевной и жениться на Птице. Вместо согласия Наталья написала его жене письмо. Она никогда не унижалась до обмана, но, может быть, в глубине души был и страх перед браком, перед неизбежным семейным бытом. Это решение далось Наталье тяжело. В госпитале она приняла большую дозу снотворного и приготовилась уснуть навсегда. Но привезли раненых, ее разбудили, тяжелых последствий для здоровья не было. Эту историю, со слов Птицы, пересказала Козырева. Марьяна Гордон сравнила Наталью с Настасьей Филипповной. Но в чем сходство? Красота? Красота-загадка? Безусловно. Но не характер. Не было у Натальи ни обиды, ни оскорбленной гордости, ни раздвоенности. Напротив, это была очень цельная натура. И между двумя мужчинами, как Настасья Филипповна, она никогда не металась, ничего не обещала, но ничего и не просила. Спокойное одиночество было для нее благом. Это вызывало у несчастных одиноких женщин, окружавших Наталью в библиотеке, удивление, непонимание, даже раздражение. Больше всего на свете Птица ценила свою свободу. Нет на свете человека, который имел бы на меня права мужа, даже любовь моей жизни. Будучи очень верным человеком, я всегда, в принципе, неверна как женщина. Еще одна акварель «Варбанец», написанная по мотивам «Весны Боттичелли». На лугу танцуют Марьяна и Наталья, вернее, их души, так комментирует Козырева, счастливые от сознания своей свободы. Отказавшись от законного брака с Гумилевым, Птица продолжала с ним встречаться. Скоро они стали жить на два дома, то у него на Фонтанке, то у нее на Рыночной. Гумилев очень любил дорогу к дому Птицы по набережной Фонтанки мимо инженерного замка. На одной из акварелей Варбанец изобразила льва рыцарем-храмовником в белом плаще с красным крестом. Думается, тут дело не только в рыцарских качествах Льва Гумилева. Скорее всего, сквозь фигуру сына вновь просвечивает отец, конквистадор в панцире железном, чье творчество пронизывают рыцарские мотивы, комментирует рисунок Козырева. Но это скорее поэтическая, чем конкретно историческая трактовка. Варбанец была специалистом по средневековью, и если она изобразила Гумилева храмовником, а не, скажем, госпитальером, ионитом или рыцарем Золотого Руна, значит, в этом заключен какой-то совершенно определенный смысл. Тамплиеры или храмовники, полное название «Бедные рыцари Христа и Соломонова храма», духовно-рыцарский орден. Его члены, помимо обычных монашеских обетов, бедности, послушания, целомудрия, принимали еще обет борьбы с неверными. Белый плащ тамплиера означал чистоту, невинность. Красный крест символизировал жертвенность, мученичество. Возможно, в символике цвета и заключен смысл. В дневнике Наталья Варбанец объясняла свое чувство к Гумилеву жалостью. Эти 2 года были самоотречением в какой-то мере. Потребность служения во мне была, видимо, а он взывал о помощи. Что-то похожее есть в воспоминаниях Эммы Герштейн. Я жалела его и про себя называла почему-то по-французски «виктем» — «жертва». Другой язык, но тот же смысл. И Эмма в 30-е, и Наталья в 40-е видят в Гумилеве невинную жертву, мученика, заложника своих знаменитых родителей, своей судьбы. Это совпадает и с тем, что Цветаева, Кассандра, предрекла еще в 1916 году. «Рыжий львеныш с глазами зелеными, страшное наследие тебе нести». Но были у Натальи и не столь возвышенные мотивы продолжать затянувшийся роман.
В том же дневнике она замечает: можно найти много прелести, радости в романах не с избранником своей жизни. С Гумилевым было интересно. А еще ей льстило, что он сын знаменитых поэтов. Козырева вспоминает, как они вдруг начали спорить об очень известных стихах Ахматовой. Как же погиб сероглазый король? Его муж убил? Лев сорвался с места и побежал к автомату. Телефона у птицы не было. Звонить маме. Вот так просто позвонить живому классику. Образ птицы Лев хранил в памяти долгие годы последнего лагеря. Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 25 апреля 1955 года. Для меня самое радостное — одна мелочь. Однажды весной 47-го года я подошел к твоему окну в библиотеке и увидел, что ты сидишь и разбираешь бумаги, нагнувшись над столом так, что был виден пробор. Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 17 января 1955 года. Если ты меня ждешь, носи пробор. Это ультиматум. Он не хотел считаться ни с течением времени, ни с женской модой. Не надо лучше, только так, как он запомнил и полюбил. Марьяна, Гумилев, Лев Гордон называли ее птицей. Литературовед Лидия Гинзбург — Натой, пианистка Мария Юдина — Бимкой, Бимочкой, в честь своей кошки, Василий Абросов — Наташей. Завистники и недоброжелатели в библиотеке — товарищ Варбанец, та самая Варбанец. Гумилев придумал для Натальи совершенно необычное имя — Мумма. Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 6 марта 1955 года. Наташу я не люблю. Птица меня приводит в отчаяние. А Мумма, увы, бывает нечасто. Наташа слишком обыденна. К тому же, возможно, это имя вызывало у Гумилева какие-то неприятные воспоминания. Одну из его «жен», в кавычках, в Туруханске звали Наташей. Птица красиво, но всякий раз напоминала о независимости и неверности Варбанец, так огорчавших Гумилева. Мумма — идеал женщины, верной жены. Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец зимой 1955 года. Ты дура, да еще непроходимая. Но это не важно, а важно, кто ты, Мумма или не Мумма. Я все понял, ты Мумма, и я тебя очень люблю. Это писала не Мумма, а двойная доза цианистого калия. Почему-то никто из биографов Гумилева не попытался даже предположить, откуда взялось это необычное имя. Из всех возможных вариантов, а их немного, наиболее вероятным представляется персонаж поэмы Генриха Гейне «Атта-тролль». Гумилев хорошо знал европейскую поэзию. Наталья Варбанец с ее знанием немецкого могла читать Гейне в оригинале. И, наконец, еще один, возможно, самый весомый аргумент. Весной 1919 года Николай Гумилев переводил Генриха Гейне для издательства «Всемирная литература», в том числе и поэму «Атта-тролль». Тогда почти вся семья Гумилевых собралась в Петрограде, в доме 20/65 на Ивановской улице. Известно, что Николай Степанович часто читал сыну недетские стихи. Маленький Лева не только запомнил, но навсегда соединил эти стихи с памятью о семье, домашнем уюте, который могла создать Анна Ивановна Гумилева даже в чужой холодной квартире. Мумма. То супруга Атта-тролля. Я узнал ее по блеску нежных влажных глаз ее. Мумма, Мумма, черный жемчуг, тот, что я в пустыне жизни взял и вновь в пучине жизни уж навеки потерял. И кто же они, счастливые супруги? Медведь и медведица. Своеобразный юмор был у Льва Николаевича. Ах,
как хочется еще раз мне лизнуть родную морду милой Муммы, что сладка, как помазанная медом. Генрих Гейне, Атта-тролль, перевод Николая Гумилева. Впрочем, интимные имена постороннему часто кажутся смешными, нелепыми, но ведь они для чужого уха не предназначены. Почему Мстислав Ростропович называл красавицу Галину Вишневскую лягушкой? И она с удовольствием об этом рассказывает, ей это нравилось. А нравилось ли Варбанец? Во всяком случае, она приняла предложенную Гумилевым игру и даже подписывалась иногда «Мумма». Самые счастливые воспоминания Гумилева об этом времени — птица и любимый город. Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец. Продолжаешь ли щеголять длинными юбками, как тогда, когда мы были в зоологическом саду и шли через вечереющие парки? Я люблю, когда ты фигуряешь на фоне города. Это идет вам обоим. Иногда к ним присоединялась Марьяна. Как-то втроем поехали на Елагин остров, любимое место отдыха ленинградцев. Решили покататься на лодке. Оказалось, нужен паспорт для залога. Ни у Натальи, ни у Марьяны, несмотря на совсем недавно отмененные законы военного времени, документов не оказалось. Лев правила советской системы усвоил твердо и даже пошутил по этому поводу. Как известно, человек создан из души, тела и паспорта. Часы отдыха были редкими. Лев пытался наверстать упущенное за годы тюрем и лагерей. Наталья, продолжая работать, поступила в библиотечный институт. Она уже давно была специалистом, но до сих пор не имела высшего образования. А жизнь все еще была очень тяжелой. Часто они оказывались, по словам Козыревой, в диком безденежье. А еще Наталья давала повод для ревности, и это очень огорчало Гумилева. Летом 1948-го Лев, как обычно, уехал в экспедицию, а Люблинский увез Наталью в Батуми, в дом отдыха. То был сильный удар по мужскому самолюбию Гумилева. Весь свой гнев он обрушил на Люблинского, которого с тех пор стал называть Птибурдуковым. Но тогда в любовном треугольнике, придуманном Ильфом и Петровым, ему оставалась самая незавидная, жалкая роль Васисуалия Лоханкина. Скорее всего, он об этом не думал. Возможно, ему казалось, что нелепым именем он унижает соперника. К Птибурдукову от меня уходишь, к ничтожному Птибурдукову. Европейски образованный Люблинский совершенно не походил на Птибурдукова и, скорее всего, даже не знал, каким обидным прозвищем его наградили. Да и дело было не в Люблинском, а в характере Натальи Варбанец, которая не считала нужным быть кому-то верной. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогая во всей вселенной, скажет «я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. Николай Гумилев, мои читатели. Наверное, Лев не раз вспомнил эти стихи отца, но понял, что расстаться с Натальей он не может, вернее, не хочет. Пришлось смириться с ее характером, что при его гипертрофированном, как и у отца, самолюбии было очень тяжело. Ссоры и взаимные обиды не забылись и через годы. Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 21 ноября 1955 года. А вот насчет обид тебе причиненных я, честное слово, не помню. Вернусь, разберемся. А твои обиды мне я помню, но хорошее их превышает с лихвой. Конец 1948-го оказался для Гумилева удачным, защитил диссертацию. Наталья была на защите и видела его успех. Вечером 28 декабря в фонтанном доме был праздник. На ресторан денег не хватило. Расположились почему-то в комнате Ирины. Она же приготовила обед. Наталья Варбанец испекла пирог с капустой, а Лев принес закуски и водку. Новый 1949 год встречали у Птицы вчетвером: Наталья, Марьяна, Лев Гумилев и Лев Гордон.
как удивительно переплетаются судьбы людей. Еще в первый вечер у птицы Гумилев обратил внимание на одну фотографию и поинтересовался, кто это. Марьяна объяснила, что это Маргарита Тумповская, ее мама, и поняла, это имя Гумилеву известно. Маргарита Тумповская — поэтесса, переводчица, литературный критик. Николай Гумилев писал ей с фронта письма, посвящал стихи. Для него это было короткое увлечение, для Маргариты, как считала ее дочь, любовь на всю жизнь. Маргарита вышла замуж за Льва Гордона в 1927 году, но тень Николая Гумилева так и стояла между ними. И вот теперь, когда Лев Гордон полюбил птицу, хотя и безответно, на его пути опять стоял Гумилев, теперь Гумилев-младший. Угощение, наверное, было скромным, но в обществе двух львов дамы не скучали. Как и Гумилев, Гордон был замечательным рассказчиком, к тому же острословом, а рассказать ему было что. Никто из сидящих за столом, кроме него, не бывал за границей, а Гордон родился во Франции, провел там детство, в 20-е годы жил в Англии, Германии, Швеции. Лагерный опыт у него тоже был. Сначала польский лагерь для военнопленных, потом Беломорканал. Но в новогодний вечер вспоминали только смешное. Зашла речь о блатных романах, которыми интеллигенты развлекали уголовников. Гумилев снова исполнил свою знаменитую историю отпадения Нидерландов от Испании, что всегда пользовалось успехом. Мадридская малина послала своим наместникам герцога Альбу. Альба был тот еще герцог. Когда он прихилял в Нидерланды, голландцам пришла хана. Альба распатронил Лейден, главный голландский шалман. Остатки гёзов кантовались в море, а Вильгельм Аранский припух в своей зоне. В свою очередь Гордон рассказал роман про Ваську Немешаева, питерского вора. Музыка играет, ведут по Невскому именного коммунистического с золочеными рогами козла, а позади милиция, юстиция, прокуратура, провокатура. Лев истории про именного козла раньше не слышал, ему понравилось. И тут Марьяна неосторожно пошутила, мол, запоминайте, Лева, пригодится. И только услышав его поспешный ответ «Типун вам на язык, Марьяна», поняла, как неуместна шутка. Все замолчали. Потом Лев Гордон рассказал что-то смешное, и вечер продолжался. Ночью, вспоминает Козырева, когда мы с птицей мыли посуду после ухода львов, она вдруг тихо пропела: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью подождать». Сейчас немногие помнят некогда популярную ирландскую застольную Бетховена. Из ночи и морозных вьюг кто в дверь стучится к нам? И отчего немой испуг на бледных лицах там? Марьяне не надо было объяснять. Они понимали друг друга. Новогодний вечер показался им пиром во время чумы. По городу шла новая волна арестов. Ленинградцы по ночам просыпались от звука резко затормозившего перед домом автомобиля, прислушивались к шагам по лестнице, пугались резких звонков или стуков в дверь. Повседневную жизнь омрачали дурные предчувствия. То крест в комнате льва без причины упал, гвоздь и дужка оказались целы, то у Натальи разболелись здоровые зубы. Но, как не ждешь беды, она всегда приходит неожиданно. 6 ноября 1949 года Наталья и Марьяна напрасно весь вечер ждали Гумилева. В этот день он был арестован. Прошел почти год после ареста, пока Гумилеву удалось отправить Наталье письмо. Оно прощальное и очень грустное. «Из всех женщин была ты всех лучше, милей и прелестней. Он едва скрывает отчаяние. Мне было бы отрадно получить от тебя весточку, но если не хочешь, не заставляй себя. Из лагеря напишу еще одно письмо, и, не получив ответа, больше тебя не потревожу». Ответа он не получил, хотя очень ждал. Наталья напомнит о себе не скоро.
пройдет долгих 5 лет. Часть 6. Арест 1949. В январе 1949 года Гумилев получил, наконец, приличную работу, соответствующую статусу кандидата исторических наук. Директор Музея этнографии народов СССР Потапов по протекции Артамонова и Руденко принял Гумилева на должность старшего научного сотрудника. Здесь, в сборнике научных трудов, и выйдет первая статья Гумилева «Статуэтки воинов из Туюк-Мазара». Еще раньше были опубликованы тезисы его кандидатской диссертации. В Музее этнографии Гумилев занялся обработкой коллекции, привезенной еще в 1941 году из только что закрытого буддийского монастыря Агинского Датсана. Громадная коллекция, ее везли в 2 вагонах, требовала долгой и кропотливой работы. Николай Васильевич Кюнер поручил ее Гумилеву, которого он оценил еще в 1930-е. Вероятно, выбор оказался не самым удачным, ведь Гумилев до 1941 года ничего не знал о буддийской иконографии. Он впервые столкнулся с буддийской культурой. Знакомство с ней не только побудит Гумилева со временем написать несколько очень любопытных статей, но и повлияет на его мировоззрение. Уже в 1949 году Гумилев начнет статью о тибетской пиктографии, которую он много лет спустя доработает вместе с востоковедом Брониславом Кузнецовым и напечатает в 1972 году в журнале «Декоративное искусство». Летом Гумилев, как обычно, уехал в археологическую экспедицию. На этот раз к Артамонову, который вновь взялся за раскопки хазарской крепости Саркел. Вскоре после возвращения из экспедиции его арестуют. Это случилось 6 ноября 1949 года. Гумилев утром ушел на работу в музей, днем зашел домой пообедать и был тут же арестован. На этот раз Гумилев оказался не в Крестах. Его этапировали в знаменитую московскую тюрьму Лефортово. За что же взяли на этот раз? Любопытно, что сам Гумилев выдвинул 3 версии. В своих письмах к Ахматовой из лагеря Лев не сомневается. Причиной ареста послужили доносы востоковедов из Ивана. Цитата. «Сидящие в академии бездарники определенно старались избавиться от меня хотя бы путем самых фантастических и клеветнических измышлений. Они имели к тому же связи, и все завертелось. Интригами и клеветой они превратили ученого в уголовника». Но уже после лагеря Гумилев говорил Михаилу Ардову, что в 1949 году его посадили за маму. Эту же версию он не раз повторял в интервью рубежа 80-х и 90-х. Очередные 10 лет, теперь уже за мать, провел в карагандинских лагерях. Наконец, 3-ю версию ареста Гумилев выдвинул в воспоминаниях, надиктованных в 1986 году на магнитофонную пленку, событие, которому объяснение я не могу найти до сих пор. 3-я версия, в сущности, объясняет мирное сосуществование первых 2. Гумилев так до конца и не понял причин своего ареста, ни тогда, в 1949-м, ни много лет спустя. Доносы из Ивана были, кто спорит, но не так уж много компромата и было в этих доносах. Прошли те времена, когда молодой, горячий и не всегда трезвый Лев рассказывал студентам-стукачам о дворянах-бомбистах. Гумилев давно перестал мечтать вслух и, кажется, никогда больше не говорил о реставрации монархии. Гумилев в 1949 году был настолько лоялен, что следователь поначалу не мог слепить из доносов хоть сколько-нибудь серьезного обвинения. Более того, сопоставив доносы с показаниями Гумилева, Андрей Кузьмич Бурдин, старший следователь по особо важным делам МГБ СССР, воскликнул: «Ну и нравы у вас там!». Если доносы востоковедов и сыграли свою роль в аресте, то была она незначительной. На первый взгляд гораздо серьезнее ахматовская версия.
Сама цепочка арестов указывает направление следовательской мысли. Еще в августе 1949 года арестовали Николая Пунина, в ноябре Гумилева. У обоих следователи пытались получить показания на Ахматову. Пунин, тогда уже тяжело больной старик, дал самые пространные и откровенные показания и на Ахматову, и на Гумилева, и на себя. На литературном поприще Ахматова еще с начала 20-х годов занималась антисоветской деятельностью. Речь шла о сборниках «Анна Домини» и «Подорожник». В 30-е высказывала клеветнические измышления о якобы жестоком отношении советской власти к крестьянам. И, наконец, она, повторял Пунин свои показания еще 1935 года, разделяла мои террористические настроения и поддерживала злобные выпады против главы советского государства. Гумилева, невольного свидетеля 3 встреч Ахматовой с Исаей Берлиным, следователь бил головой о стену Лефортовской тюрьмы. Таким образом, он пытался получить сведения о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Великобритании. Наконец, 14 июня 1950 года министр государственной безопасности Абакумов обратился к Сталину за разрешением арестовать Ахматову, но так его и не получил. Значит, Гумилева взяли по несостоявшемуся делу Ахматовой? Увы, эта версия тоже не выдерживает критики. Дело в том, что несколько месяцев с ноября 1949 по апрель 1950 Ахматова особенного места в следственном деле Гумилева не занимала. Только 31 марта появится постановление выделить из следственного дела Гумилева в особое производство материалы об Ахматовой. Гумилева в 1949-50 годах допрашивали 3 следователя. Сначала майор Бурдин, затем подполковник Степанов, но только 3-й следователь, капитан Меркулов, взявшийся за Гумилева в апреле-мае 1950-го, будет последовательно выбивать показания на мать. Значит, Ахматовское дело возникает только весной 1950-го. В ноябре 1949-го Гумилева арестовали за что-то другое. После войны в системе ГУЛАГа появится понятие «повторник». Так называли бывших заключенных, осужденных на новый срок, иногда за то же самое преступление, за какое они получили и первый. Таким повторником, несомненно, был и Лев Гумилев. Разумеется, не всякий, кто отсидел первый срок, был обречен на второй. Но шансы Гумилева стать повторником были велики. В январе 1949-го открылось так называемое Ленинградское дело. Его жертвами сначала стали партийные функционеры и высшие чиновники, председатель Госплана Николай Вознесенский, секретарь ЦК ВКПБ Алексей Кузнецов, первый секретарь Ленинградского обкома Петр Попков и другие. Репрессии против начальства спровоцировали новую эпидемию арестов. Здесь уместно сослаться на Сергея Лаврова, который сам был свидетелем событий 1949 года. Начался поистине страшный 1949. Здесь был уже удар по городу, жесткий удар по университету, и отнюдь не словесный, а лагерный, расстрельный. Расстреляли брата Николая Вознесенского, Александра, того самого ректора ЛГУ, который так помог Гумилеву в 1948-м, а всех ближайших родственников, вне зависимости от пола и возраста, отправили по лагерям и ссылкам. Арестовали многих профессоров гуманитарных факультетов ЛГУ, экономистов, историков, филологов, искусствоведов. Повезло тем, кто только лишился работы, как Мавродин или Эйхенбаум. Как землетрясение под толщей океанских вод вызывает цунами, так и дело ленинградских партийных чиновников вызвало волну, что смоет в прорву ГУЛАГа людей, весьма далеких от схватки Вознесенского с Берией и Маленковым, которая, собственно, и породила Ленинградское дело. Это цунами накрыло и Гумилева. Он был обречен,
как обречены при наводнении обитатели низменностей, как обречены при цунами жители побережья. Жить в Ленинграде в 1949 году, носить фамилию поэта-монархиста, расстрелянного за участие в контрреволюционном заговоре, и уцелеть? На Гумилева, как и на Ахматову, органы давно уже открыли дело оперативной разработки, куда аккуратно подшивались все кляузы, где накапливался материал для будущего ареста. Но для ареста Ахматовой необходимо было решение Сталина. Ее сына можно было взять гораздо легче. Мог ли Гумилев избавиться от проклятия своего происхождения? Конечно. Еще в 20-е годы Александра Сверчкова, как мы помним, хотела усыновить Леву, чтобы дать ему свою фамилию. Отказ от родителей тоже был тогда делом распространенным. Отрекались не обязательно в пыточных камерах или кабинетах следователей, отрекались еще на воле, чтобы не губить карьеру или просто получить стипендию. В сталинские времена это была обычная практика. Как знать, смени Гумилев фамилию, откажись от отца, формально, конечно же, формально, и не стали бы его мучить следователи. Тогда на свет появился бы советский ученый, кандидат исторических наук Л.Н. Горенко. Если бы он догадался, по примеру брата Орика, уехать из Ленинграда куда подальше, пусть не в леспромхоз, но в какой-нибудь провинциальный город, жизнь его была бы спокойней и легче. Но Лев Гумилев от своей фамилии не отказался. Следствие по делу Гумилева оказалось долгим, хоть и не таким страшным, как следствие 1938-го. Бурдин, Степанов и Меркулов по части садизма уступали Бархударьяну. Правда, Гумилева все-таки били и заставляли по несколько часов стоять на вытяжку, одна из самых распространенных и эффективных пыток сталинского следствия. Но решающую роль в деле Гумилева сыграли не доносы востоковедов и не выбитые признания в слабом знакомстве с марксизмом, а материалы следственного дела 1935 года. 13 сентября 1950 года Гумилева привезли на Лубянку. Там, на особом совещании при МГБ, Гумилеву был вынесен приговор за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию 10 лет лагерей. Типичный приговор для повторника. Гумилев рассказывал, что прокурор, участвовавший в работе особого совещания, так объяснил ему смысл приговора: «Вы опасны, потому что вы грамотны». 11 октября 1950 года грамотного заключенного этапировали из Лефортово в Челябинскую пересыльную тюрьму. Как это часто случалось в те годы, на пересылке Гумилев припухал больше 2 недель. Наконец, с очередным этапом его отправили в Казахстан, под Караганду. Старичок-профессор. В декабре 1950 года Лев Александрович Вознесенский, сын расстрелянного ректора ЛГУ, отбывал свой срок в каторжном лагере под Карагандой. Однажды он заметил согбенную фигуру заросшего бородой старика, поддерживавшего огонь в печке. Это был Лев Николаевич Гумилев. За 10 месяцев в Лефортово он состарился лет на 20. Свидетельства Вознесенского подкрепляют и фотографии, и письма Льва Гумилева. На лагерной фотографии 1951 года Гумилев — бородатый старик с усталым от жизни лицом. «Я отпустил усы и испанскую бородку», — писал он Ахматовой. «Она наполовину седая, и молодые люди зовут меня батя». 3 года спустя Лев напишет Эмме Герштейн: «Я стал совсем старый, седобородый, скоро из меня посыплется песок». Правда, Гумилев, унаследовавший от Ахматовой талант создавать желаемый образ, мог и намеренно хилять под старичка-профессора, поднимая собственный авторитет в глазах заключенных и стараясь хоть немного устыдить бесстыжее лагерное начальство. Кличка «Батя»
за Львом Николаевичем закрепилась надолго. В январе 1955 года Гумилев поведает Эмме Герштейн, что он сед и бродат, и что все зовут его батя. Седобородый старик был убежден, что ему недолго осталось мучиться на белом свете. Даже несколько лет спустя, когда условия в лагере будут намного лучше, Гумилев признается в письме к Эмме Герштейн, что мало надеется дожить до конца срока. А зимой 1950-51 он и жить-то не хотел. Продержаться долго на благодатной должности истопника не удалось. Кандидата исторических наук поставили работать землекопом. Гумилев, прежде не любивший жаловаться, тем более жаловаться матери, в феврале 1951 года писал ей: «Здоровье мое ухудшается очень медленно, и, видимо, лето я смогу просуществовать, хотя, кажется, незачем. Я примирился с судьбой и надеюсь, что долго не протяну, так как норму на земляных работах я выполнить не в силах, и воли к жизни у меня нет». Вообще мысли о смерти будут преследовать Гумилева все годы его последнего лагерного срока. 25 марта 1954 года он даже составит завещание. Собственности у Гумилева тогда не было вовсе, потому что единственную ценность, рукопись «Истории Хонно», он завещает Институту востоковедения. Организм Гумилева разрушали не только тяжкий труд и дурной климат, летняя жара, ледяные ветры зимой, но и тягостная безнадежность. «Срок — это условность», — говорит герой Солженицына. Сталин был еще жив и по меркам кавказского человека не слишком стар, так что у Гумилева были все основания не верить в будущее освобождение. Если даже пережить эти 10 лет, могут дать и еще 10. «Я, к сожалению, жив и здоров», — писал он Ахматовой 6 июня 1951 года. Здоровья вскоре не станет. 1 октября 1952 года, в день своего 40-летия, Гумилев впервые попал в больницу из-за сердечно-сосудистой недостаточности. В ноябре его признали инвалидом. Еще 2 года спустя, в ноябре 1954 у Гумилева открылась язва двенадцатиперстной кишки. Его мучили сильные боли, а лечение в лагерной больнице, даже с хорошими лагерными из заключенных врачами, позволяло лишь ненадолго избавиться от общих работ и хоть отчасти восстановить силы. В Нориль-Лаге Гумилев лишь однажды попал в больницу. В годы своего 2-го лагерного срока, по моим подсчетам, его госпитализировали 9 раз, не меньше. Иногда он проводил там несколько дней, но случалось лежать и по 1,5-2 месяца. Дважды Гумилева клали на операцию. Я тихо качусь в инвалидность и смерть, которая меня не пугает. Пожалуй, нечего затягивать мою агонию посылками, писал он Эмме Герштейн. Камышовый лагерь. Вскоре после войны политических заключенных начали направлять из обычных ЭТЛ в особые лагеря с необычными названиями: Горный, Береговой, Озерный, Камышовый. Режим в особлагах установили строже обычного, зато там первое время почти не было уголовников, что сразу оценили бывалые зэки. Гумилеву пришлось посидеть в 2 лагерях знаменитой системы Карлага: Луговом, там он задержался недолго, и Песчаном. Зиму и начало весны 1951-го Гумилев провел в поселке Чурбай-Нура, лагпункте Песчанлага, но уже к 25 марта оказался в Карабасе на пересылке Карлага. Там он задержался почти на полгода. Песчанлаг — лагерь огромный, там одновременно содержались почти 40 тысяч заключенных, главным образом украинских националистов-бандеровцев. Лагерь обслуживал в основном нужды Караганда-шахтстроя и комбината Караганда-уголь.
Зэки строили новые шахты, добывали уголь Караганды и Экибастуза, работали на каменном карьере и строительстве обогатительной фабрики. В начале осени Гумилева отправили далеко на северо-восток, в Кемеровскую область, в район нынешнего Междуреченска, где недавно открылся лагерь Камышовый. Камышлаг был меньше Песчанлага, его население достигало 13 тысяч человек. Климат северо-восточных предгорий Алтая был приятнее карагандинского, а работа, Гумилев трудился в основном на строительстве жилья, легче. Кормили тоже намного лучше. Под Карагандой жили впроголодь, поэтому Гумилев просил Ахматову прислать ему самой простой, но сытной пищи — концентраты гречневой, пшенной и гороховой каши с добавлением маргарина составляют предел мечтаний. Из Камышлага он писал, что прислать крупы теперь вовсе не надо, так как пищи довольно, хотя и однообразной. Теперь он будет заказывать Ахматовой, а позднее и Герштейн, сало, масло, горчицу, перец, финики, колбасу. Наша пища обильна, но однообразна, и ее необходимо скрашивать. А чаще всего он просил прислать чай и махорку, без которых не мог жить. В свободные минуты Гумилев любовался окрестными пейзажами, которые, как ни странно, напоминали ему о любимом городе. Сегодня я получил подарок — тетрадь в переплете, и праздную свой день рождения жареной рыбой и оладьями с сладким чаем. Погода хорошая, и золотая тайга на соседних горах поблескивает в косых лучах солнца. Над реками висит туман, и город по освещению похож на Малую Ухту. В предгорьях Алтая Гумилев провел почти 2 года. На фотографии 1953 года он выглядит несколько моложе и бодрее, чем на Карагандинской. В Камышлаге Гумилев носил номер Б-739. Номера, как и сами особлаги, позаимствовали у нацистов, то есть использовали передовой европейский опыт. В Песчанлаге их носили на шапке, на груди, на спине и на ноге повыше колена. Летом 1953-го Камышлаг перевели из Кемеровской области далеко на запад, в Омск, на строительство нефтеперерабатывающего завода. Омск находится на меридиане Караганды, только севернее. Климат там похож не на алтайский, а на карагандинский, только холоднее. Некоторое время инвалида Гумилева не обременяли тяжелой работой. После смерти Сталина и ареста Берии лагерный режим начал постепенно меняться. Наступило самое либеральное в истории ГУЛАГа время. Вернули свидания с родителями и с женами. В 1954-м разрешили переписку не только с ближайшими родственниками, но и с друзьями. Если прежде Гумилеву писала только Ахматова, то с осени 1954-го, зимы 1954-55 Гумилеву начали писать и присылать посылки Эмма Герштейн, Василий Абросов, Татьяна Крюкова, Таня Старая, Татьяна Казанская, Таня Новая, Николай Козырев. Однажды, набравшись смелости, прислал, в кавычках, сухое письмо даже брат Орик. А вот свиданий Гумилев так и не дождался. Свидания разрешали только с родителями или зарегистрированными женами, но Ахматова в Омск не приехала. Правда, Льва очень хотела навестить Эмма Герштейн, но ее отговорил ехать сам Гумилев. Все равно не пустят, ведь они не муж и жена. Менялся и образ жизни в лагере. В продуктовом ларьке, где прежде можно было купить только конфеты и консервированные крабы, стала появляться нормальная еда. Деньги в лагере вновь обрели ценность. Зато в Омске обострились старые болезни, открылись и новые. Я опять в больнице, чувствую себя очень плохо, сердечно-сосудистая недостаточность. Куда-то проваливаюсь и опять выплываю, жаловался он своей московской подруге. Начали отзываться:
и давние уже пытки Бархударьяна. Гумилев все чаще страдал от спазма нерва френикуса, временами отказывала рука и немела правая сторона тела. Уже на воле от этой болезни его будет успешно лечить профессор Давиденков, известный невропатолог и отец Николки, когда-то лучшего друга Гумилева, что сгинул после войны на одном из островов ГУЛАГа. В Камышлаге Гумилев получил благодатное место лагерного библиотекаря, но потерял его при переезде в Омск. Вернуться на эту работу он смог только в августе 1955-го. Это было лучшее из возможных для него в лагере занятий. Целыми днями он писал каталожные карточки. Дело тихое, спокойное, ни с кем не сталкиваюсь, сижу в углу целыми днями и пишу. А вечером вылезаю в чудесный цветник с индийской философией, которая мне очень любопытна, или с персидской книжкой, и наслаждаюсь цветами красноречия и цветами на клумбах. Иногда приходит кот, у нас их очень много, и все любят ласкаться и мурлыкать, и лезет на колени, требуя внимания к себе. Все остальное проходит мимо меня, как тени, не задевая. Но уже в сентябре Гумилева перекомиссовали и нашли годным к физическому труду, более важному для лагеря. Его направили сначала таскать опилки из-под электропилы. Работа не тяжелая, но однообразная и утомительная. А в конце сентября он в очередной раз попал в больницу. Поздней осенью Гумилев начал учиться на сапожника, чем вызвал хохот даже у лагерного начальства. Но в сапожной мастерской было тепло, там он надеялся пережить очередную сибирскую зиму. В декабре опять дали место в библиотеке, где он проработал до тех пор, пока его не пришлось положить на операцию из-за приступа аппендицита в 20-х числах января 1956-го. Даже получив инвалидность, Гумилев не избавился от проклятия общих работ. Стоило ему немного подлечиться, как начальство вручало лопату или лом. В Камышлаге очень мешало отсутствие хорошей, с лагерной точки зрения, профессии, которая обеспечивала бы ему постоянное хлебное место. Инженер-строитель Лев Куприянович Павликов набирал бригаду строителей. Павликов был родом из Ленинграда, поэтому и в бригаду старался собрать побольше земляков. Льва Гумилева он посчитал своим, питерским, и поручил ему вместе с другим работником, по всей видимости столь же «квалифицированным», в кавычках, оборудовать комнату электропроводкой. Спустя пару часов бригадир застал в комнате удивительную картину. Правдолюбов сидел на стремянке под потолком, на котором в крифе в кось был укреплен электрический шнур крест-накрест. Вокруг лестницы бегал Лев Гумилев. Из их громких криков я понял, что у них идет жаркий спор на тему, существует ли у муравьев рабовладельческий строй. Выключатель был приделан у пола, а розетка на высоте человеческого роста. Я понял, какие это опытные работники, и разогнал их по другим бригадам. Плоды просвещения. За одно только лето 1952 года Гумилев сменил 6 специальностей. Был чертежником, монтером, строительным десятником, скульптором, грузчиком на каменном карьере и даже актером, точнее актрисой. В Камышлаге тогда сидел известный оперный тенор Николай Печковский. Посадили его за сотрудничество с оккупантами, пел перед немцами, так как больше ничего делать не умел и не мог иначе заработать на жизнь. Если верить рассказу Гумилева, знаменитый певец ужасно всем досаждал. Соседи подобрались в основном не музыкальные. Гумилев иногда делился с ним ахматовскими посылками, но просил: «Николай Константинович, мы тебя любим и уважаем, садись с нами, угощайся, только ради Бога не пой». Но Печковский не мог не петь, и в конце концов так досадил охраннику на вышке, что тот взмолился: «Уберите, придурка, а то я его пристрелю». Может быть, так оно и было,
хотя слишком напоминает байку. А байки Лев Николаевич легко сочинял и в 19 лет на Хамар-Дабане, и в 70 в ленинградской квартире или на кафедре. А музыку Лев Николаевич не любил. Не приписал ли он собственные мысли, чувства и намерения безымянному охраннику? К счастью для Печковского, начальник лаг-отделения майор Громов любил театр и предложил артисту поработать режиссером самодеятельного спектакля, поставить «Лес» Островского. Актеров освобождали от общих работ, поэтому легко удалось найти исполнителей не только на мужские, но и на женские роли. У некоторых зэков открылся актерский талант. Печковский вспоминал, что роль Гурмышской играл один поляк с внешностью явно мужской, но так хорошо исполнявший эту роль, что даже на воле трудно найти женщину, которая бы так ее сыграла. А Ксюшу играл один молодой зэк, да столь талантливо, что начальство приходило проверить, не девушка ли это. Гумилеву досталась роль Улиты, но играл он с явной неохотой. На репетициях Лев надоедал Печковскому, повторяя унылым голосом: «Ну какая же я женщина!» Но премьеру он сыграл, видимо, неплохо, потому что Печковский пригласил его участвовать в следующей театральной постановке — играть Луку Лукича в гоголевском «Ревизоре». «Никогда не подозревал я в себе этих талантов», — писал Гумилев Ахматовой. Он был доволен. «Я ем 3 раза в день, пью чай 2 раза, утром репетирую «Ревизора» под крик Печковского, а вечером выдаю книги». «Ревизора» сыграли с большим успехом. Понравилось и начальству, и зэкам. Гумилев смешил зрителей своим произношением. Сильно картавя, Лука Лукич спрашивал: «Бгать или не бгать?» «Беги, беги!» — кричали зрители. Но в целом актерский труд Гумилеву не понравился. «Работа в театре — каторга. Я удивляюсь, как люди по доброй воле идут в актеры», — писал он Ахматовой. А уже в Петербурге рассказывал Михаилу Ардову: «Зимой копать землю труднее, чем быть актером. Летом легче». Еще раньше Гумилеву доверили сочинять куплеты для лагерного концерта, но эта работа давалась ему трудно. Вообще театралом он не был, гораздо больше любил кинематограф. Из письма Эмми Герштейн от 26 июня 1955 «У нас часто показывают кино и очень часто хорошие картины. Я кино не пропускаю, оно очень успокаивает нервы». Гумилев охотно смотрел советские и французские кинокомедии, мультфильмы. Даже жаловался, что мультипликацию редко показывают, но особенно любил индийское кино. Смотрели мы 2 индусских фильма «Бродягу» и «Про певца». Все в восторге, в том числе и я. Трудно сказать, какой лучше. Оба прекрасно и неожиданно новы. «Бродягу», экзотическую мелодраму с популярнейшим тогда Раджем Капуром в главной роли, рекомендовал даже Ахматовой. В кинематографических вкусах Гумилева отразилась не только любовь к Востоку, но и германофобия. Трофейные немецкие картины его только раздражали. Немцы, видно, никогда не научатся искусству и будут делать только пуговицы и машинки для заточки карандашей. На больше они не способны. Впрочем, ему не нравились и некоторые советские фильмы. Раздражало дело Румянцева. Не было сил у старого зэка наблюдать за правильным и образцово-положительным следователем за торжеством советской законности, хотя он и похвалил игру Алеши Баталова, которого знал с детства. Если бы в картине был только Алеша с его романом, то это было бы в самый раз. В советском кино тогда было множество экранизаций русской классики, но эти картины совсем не привлекали Гумилева. Никогда не пропускавший киносеансов, Гумилев 2-й раз не пошел на «Маскарад». Хорошая экранизация чеховской «Попрыгуньи» с Сергеем Бондарчуком в роли Дымова Гумилеву совершенно не понравилась. Чехов не для кино. Получается инсценировка вроде мхатовских,
но сколько же можно? Серьезное западное кино его только расстраивало. Я зря ходил на эту картину. Это не для моих нервов. Так Гумилев отозвался о Терезе Ракен, знаменитого Марселя Карне. Даже мелодрама «Мост Ватерлоо» показалась жуткой картиной, натуралистической трагедией. Гумилеву гораздо больше нравилась французская комедия «Папа, мама, служанка и я», веселая и бодрая. Он охотно смотрел и советские киносказки «Укротительница тигров» и «Доброе утро». Гумилева не раздражали ни робкая Людмила Касаткина в роли бесстрашной дрессировщицы тигров, ни жизнерадостные строители дорог, ни шикарная блондинка Татьяна Конюхова, по мере сил изображавшая передовика производства. Но «Укротительница тигров» нравилась ему больше. Он даже цитировал монолог влюбленного Пети Мокина. В фильме эту роль играл молодой Леонид Быков и настоятельно рекомендовал картину своей возлюбленной. «Вот прелесть! Посмотри, получишь большое удовольствие». Вряд ли утонченной, культурной Наталье Варбанец могли понравиться такие комедии. Во всяком случае, гумилевскую оценку «Моста Ватерлоо» она высмеяла. Среднего качества трогательная мелодрама, а вовсе не жуткая натуралистическая трагедия, разве что для девочек 16 лет. Но легко было птице писать с воли из Ленинграда. Бытие все-таки влияет на сознание. Вкусы сотрудницы публичной библиотеки и бесправного ЗК из Подомска должны были неизбежно разойтись. В последнем лагере вкус Гумилева непоправимо переменился, мутировал. Это касалось не только кинематографа. Чтения в лагере хватало. Библиотека Камышлага выписывала не только центральные советские газеты «Известия», «Правду» и другие, но и популярный иллюстрированный «Огонек», где печатали стихи Ахматовой из ненавистного ей цикла «Слава миру», и даже литературный «Новый мир». Читал в «Новом мире» твой перевод стихотворения о сыне. Здорово, писал Лев Анне Андреевне 27 сентября 1952 года. Выписывали журнал «Большевик», политизированный до карикатурности, но все-таки научный. В одном из писем к Ахматовой 5 февраля 1954 года Гумилев упоминает только что прочитанную им советскую археологию, тогда еще не журнал, а сборник научных трудов. И, видимо, его прислала Гумилеву, скорее всего, сама Ахматова. Если же предположить невероятное, а именно, библиотека камышового лагеря выписывала специализированный сборник, то придется признать, что библиотеки ГУЛАГа комплектовались несравненно лучше современных муниципальных и даже государственных библиотечно-информационных центров. Гумилев получал проспекты Академкниги, а значит, был в курсе новинок научной литературы. Из писем неясно, присылали ли ему эти каталоги из Ленинграда от Ахматовой, из Москвы от Герштейн, или же их выписывала все та же удивительная лагерная библиотека. Полученные от Ахматовой переводы он тратил не столько на покупки в ларьке, сколько на все те же научные книги, заказывал их себе прямо в лагерь. Историческая наука окончательно стала смыслом его жизни. Отдыхать же Гумилев теперь предпочитал не с Прустом или Джойсом. В сентябре 1954-го он писал Эмме Герштейн, что полюбил книги Михаила Пришвина. Удивительно он врачует душу. В жизни Гумилева, как и в жизни почти всех его товарищей по лагерю, было слишком много несчастий, а комедии, советские, индийские, французские, приносили хоть немного радости. Серьезная литература его перестала интересовать, как перестало интересовать и высокое искусство. Не хочу трагизма, он мне ни к чему. Устал, хочу отдыхать и заниматься историей веков отдаленных, писал он. Варбанец упрекала Гумилева, что он стал нечуток к искусству. — Ты, пожалуй, права, — отвечал он птице.
2 сабли в одни ножны не влезают, персидская пословица. Если я буду дома, то тебе предстоит ходить со мной не в оперу, а в оперетку. Это и ближе, и веселее, и дорога по Фонтанке и мимо инженерного замка уж больно хороша. Заниматься одновременно наукой и литературой он больше не мог. Все силы, все оставшиеся годы Гумилев решил посвятить науке. В этом лагере он перестал сочинять стихи. Вернувшись на волю, он какое-то время будет подрабатывать переводами, но вскоре оставит и это. Впрочем, в конце 50-х, начале 60-х Гумилев еще будет читать литературные журналы и даже рекомендовать друзьям новинки, но со временем забросит даже их. В конце жизни, отвечая на вопросы корреспондента литературного обозрения, Гумилев так рассказал о своем выборе. Поверьте, и чисто научная тематика достаточно обширна, чтобы не иметь времени для праздного чтения.